жить». Проект с таким названием из Уфы для детей с ограниченными возможностями здоровья признан одним из лучших в стране. Его отметила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Поговорим прямо сейчас о программе по социализации детей-инвалидов вместе с автором, директором Центра социальных технологий «Ломая барьеры» и членом Общественной палаты Республики Башкортостан Алиной Хабировой. Алина Саримовна, здравствуйте. Да, добрый день. Рада вас видеть в нашей студии. Расскажите сначала в Кемерово, как прошла эта церемония и что вот сказала Анна Кузнецова. Процедура награждения была во время Всероссийского форума «Вектор детства», который прошел в Кемерово в такую значимую дату, 1-2 июня, символично, да, День защиты детей. И этот форум на самом деле должен был состояться еще в прошлом году, но по известным причинам он не состоялся. И вот в Кемерово в торжественной обстановке отметили 10 победителей. Было несколько номинаций, вернее 10 номинаций. Вот. А наш проект, мотивационно-обучающий проект «Умею жить», он победил в номинации «Поддержка детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья». Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Вот само название, конечно, говорящее «Умею жить». Да, какие смыслы вкладывали вы в этот проект? Вот социализация детей, особенных детей, это такая многокомпонентная процедура, да, и почему-то именно процедура, это постоянно действующие, иногда даже вот однотипные какие-то мероприятия. Многие думают, что, например, если ребенок, допустим, поучаствовал в каком-то проекте, там прошел какой-то курс, допустим, там с сентября там, по май, да, как обычно учебный, то все, этот ребенок готов к обществу. Но нет, это постоянно необходимо работать с таким ребенком. И бывает так, что мы даже иногда какие-то навыки этот ребенок получил, сформировал, вот уже все, он уже там, допустим, сам может там убираться дома, да, там он сам может самостоятельно выйти на улицу, купить там буханку хлеба. Но бывают какие-то такие форс-мажорные обстоятельства, которые, например, могут его откатить, ну, назовем таким-то персональным языком, да, и все. И надо опять заново работать с этими же навыками. В прошлом году, конечно, мы прям очень много заметили вот у наших подопечных. Все-таки самоизоляция, она принесла свои негативные такие моменты, да, когда дети, им пришлось оставаться дома, вот, и никуда на улицу нельзя выходить. Пытались сделать, например, дистанционно что-то, но все равно, конечно, ничего не заменит полноценного как бы общения, и когда ребенок, он в совершенно другой среде. Потому что дома 4 стены, это все одно и то же, как бы вроде бы как все он может, но на самом деле нам надо, чтобы ребенок учился самостоятельно жить за пределами 4 стен. Вот. Новаторские идеи в этом проекте, почему его признали одним из лучших в стране? Я предполагаю, что тут несколько причин. Вот даже само название мотивационно-обучающий. Дело в том, что мы можем бесконечно обучать ребенка, но если мы не будем давать ему так порционно мотивацию, то все вот это обучение, оно не закрепится. Можно его посадить за парту, да, рассказывать, показывать, там, повторять с ними. Но если у ребенка, в принципе, и у любого ребенка, да, как бы не только мы говорим про особенного ребенка, если у него нет мотивации, ну вот хоть что-то делай, он все равно этому не обучится. Поэтому мне кажется, вот именно вот это двухкомпонентная, да, мотивация, обучение, мотивация, как бы это и позволяет улучшить эффективность наших действий. Вот. Плюс у нас есть давно такая, можно сказать, ну она, конечно, не запатентованная, но за пределами республики тоже знают, это социальная акция «Погуляй со мной», когда мы привлекаем социально активных граждан, и они совместно с детьми посещают какие-то культурно-массовые, спортивные мероприятия. И тут, конечно, вот сеть таких социальных контактов у ребенка, она увеличивается. Вот. И он видит, например, тоже какого-то успешного человека, потому что автоволонтер – это человек, которого уже добился чего-то в этой жизни, он где-то работает, он может с ребенком пообщаться, рассказать. И вот такие маленькие частички, как бы незаметны для ребенка, вот, но каждый раз, когда он общается с другими людьми, видит другое поведение, да, как бы другой образ жизни, он все это перенимает на себя. Вот, и это как раз-таки один из таких причин, да, почему этот проект он эффективен.
Алина Саримовна, допустим, вот есть ребенок, особенный Иван Иванов, назовем его, да? Вот сейчас он смотрит нашу программу, наше интервью. Какие рекомендации вы можете дать, с чего начать? Если он к вам обратится, то в какую среду он может попасть и какие навыки он может получить? Ну, либо это информация для его родителей. Ну, начнем с самого главного. Есть у нас сайт ломаябарьеры.рф, на котором можно, в принципе, изучить все наши проекты, как бы наша деятельность, да, что мы делаем. Там же есть, допустим, такие кнопки, где там присоединиться к проекту, задать какой-то вопрос. Пожалуйста, мы во всех социальных сетях практически, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм. И, получается, вы посмотрели, понимаете, что вот этот проект, например, он наиболее подходящий для вашего ребенка. Просто выйти с нами на контакт, и у нас есть чаты сейчас, да, как бы есть объявления в ВКонтакте, когда там в социальной сети, когда мы пишем, что вот такого-то числа у нас там будет такое-то мероприятие, приходите. И хочу как бы вот заметить, что это наша такая принципиальная позиция. Все занятия в нашем центре, все мероприятия, они все бесплатные. То есть, конечно, есть единственный минус, как бы количество мест всегда ограничено, но мы вот уже несколько лет придерживаемся этого принципа, что все занятия, вне зависимости от состояния семьи, да, семейного там бюджета, они всегда у нас бесплатные. Какие еще проекты в вашем центре сейчас разрабатываются или, может быть, уже действуют? Один из таких очень интересных, креативных проектов – это проект «Уфа тактильная». Его смысл в том, чтобы сделать Уфу самым тактильным городом России. Для этого нам необходимо, чтобы у нас 7 районов Уфы, чтобы в каждом районе Уфы появились тактильные площадки. Если это как бы визуально представить, что такое тактильная площадка, это вот на небольшом таком площади, примерно там до 100 квадратных метров, одномоментно получается тактильная дорожка, это бетонированная дорожка с различными неровностями, тактильная стена и сенсорные клумбы. И детям, конечно, нравится, и первые секунды реакция, когда они попадают в такое небольшое пространство, когда им говорят: вы можете и должны все трогать, все можно трогать, и цветы, и стены, в общем, потому что обычно как-то детям: здесь не трогай, здесь не ходи, а тут, пожалуйста, вот все, потому что прикосновение лечат, и вот на этом принципе и состоит вот этот проект «Уфа тактильная». Мы уже сделали 2 такие площадки в Советском районе, это в парке Якутова, и в Октябрьском районе парк «Волшебный мир». И вот осталось у нас 5. Эффект видите? Ну, нам пишут, да, что мы ходим, что нам очень нравится. И мы там еще сами дополнительно, когда вот лето, мы проводим занятия по активации речи ребенка. Потому что моторика рук – это один из первых таких эффективных средств для того, чтобы развить речь ребенка. Такой вопрос. «Ломая барьеры». Центр ваш называется, да? Вы не первый день работаете в этой сфере. Как вы считаете, что должно сделать еще общество, да, чтобы помочь особенным детям, особенным людям, и вот нашим телезрителям какой-то посыл вот, на основании вашего опыта? Да, вот «Ломая барьеры» – это в первую очередь то, что мы ломаем барьеры в своей голове, да, все барьеры в нашей голове. Это сложно? Сложно, да. Порой физически проще сделать пандус, чем поменять мнение человека, да, особенно если это устоявшееся какое-то мнение. И, конечно, сейчас мне нравится вот этот процесс, который сейчас идет, да, общество становится более толерантное. Средства массовой информации, они, вот сегодняшний пример, да, вы приглашаете, у нас есть возможность рассказать, из-за этого как бы большее количество людей узнают про проблемы особенных детей, да, как можно помочь, как можно присоединиться. И сами дети, сами родители, сами семьи становятся открытыми, потому что был какой-то вот период, когда, знаете, вот мы 2 берега у одной реки. Казалось бы, вот мы вот одно единое целое общество, но каждый живет своей жизнью и не хочет коммуницировать никаким образом. И вот как раз-таки социальная акция «Погуляй со мной», она у нас вот именно вот так сближала. К нам обращались, допустим, автоволонтеры, состоятельные, как бы уже в жизни люди состоявшиеся, но у них, например, никогда не было опыта общения с такой семьей, да, где воспитывается особенный ребенок. И были какие-то такие вопросы:
а как общаться, а как на них посмотреть, а можно ли смотреть. Ну, то есть вот, казалось бы, ну, может быть, даже какие-то дикие вопросы, да, но если у человека не было такого опыта, естественно, он такие вопросы задает. Сейчас, конечно, уже все больше таких, больше, наоборот, активности от самих автоволонтеров, когда они говорят: ой, есть билет, могу отдать там, могу пригласить, там, хочу пригласить, а давайте организуем. И поэтому вот мы планомерно идем к тому, что общество становится более толерантное. Вот. Ну, конечно, работать и еще работать. Самое главное, что в общении с особенными детьми? Принимать их на равных. Это, мне кажется, самое главное. Не жалеть, не излишне не опекать, просто общаться с ними на равных. Это полезно обоюдно и нам, и вам, потому что дети, например, особенные дети, они быстро считывают вашу реакцию, ваше поведение. И есть негативный такой момент, когда они могут пойти по иждивенческой модели поведения, да? А опять-таки это они все считывают от нас. Поэтому если мы будем вести себя на равных, то тогда наше общество станет инклюзивным. То есть как бы, когда все равны будут и в правах, и в обязанностях. Спасибо вам большое, очень интересный разговор. Будем ждать информации о других еще проектах. Спасибо. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была директор Центра социальных технологий «Ломая барьеры», член Общественной палаты Республики Башкортостан Алина Хабирова. И мы говорили о особенных детях и о том, что республиканский опыт, проект с названием «Умею жить» признан одним из лучших в стране. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.